Veni Sancta Слава Исусу Христу! Церковь предлагает нам сегодня во время мессы очень интересное Евангелие. Это притча блудного сына, моя любимая. И думаю, что стоит много раз размышлять об этом, как сегодня сделаем. Евангелие говорит так. В то время приближались к Иисусу все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: Отче, дай мне следующую часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Придя в себя, сказал: Сколько наемников у отца моего избаточествуют хлебом, а я умираю от голода. Стану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою. Я уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо тот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Очень интересная притча, как я сказал, моя любимая, потому что здесь Иисус показывает нам, какой у нас Бог, какой у нас Отец Небесный, какое сердце у нашего Отца Небесного, милостив, милосердный. Иисус это делает, потому что, как говорит Святое Писание, Отца никто не знает, кроме Сына, и кому Он хочет открыть. В другом месте Святой Иоанн написал: Бог никто не видел, Сын сущий в недре Отца, Он явил. И Он это делает в этой притче, показывает нам сердце внутренности нашего Отца Небесного, что Он думает о нас, какой подход к нам, даже когда мы согрешили. И это видно, когда младший сын решил возвращаться домой, он придумал свою речь, и когда перед отцом он начал изложить свою речь и произносил эту фразу: «Я уже недостоин называться сыном твоим», тогда сразу отец его останавливает его и не позволяет его продолжать свою речь, потому что отец любит своего сына, и для него он всегда будет сын. Таким образом, с нами наш Отец Небесный Бог. Мы никогда не перестаем быть Его детьми. Поэтому Он
не хочет и даже не может не прощать нас. Мы просим прощения, но как быстро мы устаем просить прощения у Бога. Но Он никогда не устает прощать нас. И думаю, что нам нужно играть роль блудного сына очень часто. Чем чаще, тем лучше. Это мы делаем, конечно, знаем, во время исповеди. Это самое лучшее средство просить прощения у Бога. Но в течение дня сколько раз мы можем делать от раскаяния? И думаю, это самая лучшая привычка в духовной, в христианской жизни. Просить прощения у Бога. Делать от раскаяния. Своими словами: прости меня, Господи, помыли меня. Или своими словами. Но это очень полезно. Когда это мы делаем, это мы возвращаемся к Отцу, к дому Отца нашего Небесного. Не надо забывать, что святой не тот, который никогда не падает, но тот, который всегда встает из пали и продолжает вперед до дома нашего Отца. Как мы читали в начале Евангелия, Иисус принимает грешников. Он не пришел для праведников, но для грешников, как мы. Поэтому как хорошо, когда это делаем. Когда делаем раскаяние во время исповеди или в течение дня, мы возвращаемся к дому Отца нашего Небесного. И наша Мать Небесная, Пресвятая Дева Мария, помогает всегда возвращаться домой, как нежная Мать. Пусть Пресвятая Богородица поможет нам не забывать об этом, что у нас есть такой Бог, Отец наш Небесный, милостив. У Него такие мысли к нам, такой подход. Он всегда не устает прощать нас. Не надо забывать об этом, всегда вспоминать. Слава Иисусу Христу!